Здравствуйте! Сегодня у нас 6-й урок, и мы продолжаем знакомиться с блендером. Итак, мы узнали на прошлом уроке, что есть в режиме Edit Mode, да, через Tab, инструмент Extrude, который позволяет создавать новые вертексы, новые фейсы. Да? То есть мы переходим в режим Edit мода, и в режиме фейсов мы можем сделать Extrude и добавить Extrude новые фейсы. Да? Вот. Но этого инструмента недостаточно, чтобы начать моделить сложные объекты. Нам нужен еще один инструмент. Ctrl-Z. Я возвращаю исходную форму куба, и из куба хочу сделать объект. Давайте другой объект. Мы выделяем весь куб через букву А английскую и скейлим его по Z, сделаем его немножко приплюснутой. Итак, как же работает новый инструмент? Обратите внимание, что инструменты вот эти вот Extrude и вот этот инструмент, который я сейчас расскажу, не будут работать в Object Mode. Обратите внимание, что у вас должен быть включен обязательно Edit Mode. Его можно включить также вот через меню, левое верхнее меню. Итак, как запускается новый инструмент? Мы нажимаем сочетание клавиш Ctrl, держим Ctrl и нажимаем на букву R английскую. Здесь очень важно, да, обратить внимание, где у вас находится в данный момент курсор. У меня сейчас он находится близко с кубом, и мы видим желтый, это и есть разрез, который мы собираемся сделать на кубе. Но если ваш курсор в этот момент, когда вы нажмете Ctrl-R, будет находиться где-то далеко, вы ничего не увидите, вам будет казаться, что у меня ничего не получается. На самом деле просто курсор надо будет подвинуть ближе к кубу, и не просто подвинуть, а двигать по его сторонам, чтобы выбрать место, где мы собираемся поставить разрез. Мы можем его вдоль, поперек, и даже если боковой край выбираем, мы можем сделать разрез боковой. Да? Здесь с этим инструментом чуть-чуть надо повозиться. То есть первое, это мы нажали Ctrl-R, навели курсор мышки, выбрали ту сторону, которую собираемся поставить, и кликаем левую кнопку мышки. Но на этом еще не все. Мы должны с вами еще зафиксировать место, где мы собираемся поставить разрез. Пока мы этого не нажмем, когда вводим курсор, мы видим, что разрез как бы катается по объекту. И мы можем его как бы поставить где хотим. Но если мы хотим, чтобы он встал ровно посередине, мы нажимаем правую кнопку мышки и как бы делаем сброс движения, и он останавливается ровно посередине. Но в данном случае я хочу поставить разрезы по краям. Поэтому, если что-то не так сделали, всегда нажимаем на Ctrl-Z. Убираем последнее действие. Еще раз нажимаю на Ctrl-R, навожу курсор мышки на нужное место и двигаю его чуть-чуть с края, вот так, например. Дальше беру вид сверху, семерочку нажимаю на нампаде и ставлю еще один разрез, только уже с этой стороны, чтобы у меня получилось здесь похоже на квадрат. Еще раз ставлю еще один разрез с этой стороны, стараюсь как бы, чтобы одинаково было. Ничего страшного, если немножко будет неровно, да? Можете Ctrl-Z вернуть назад и попробовать еще раз. Ставлю также с этой стороны. Итого я поставила 4 разреза, и у меня появились 4 фейса, которые мне и было нужно. Видите, вот здесь нужно и по краям 4 фейса. Беру режим фейсов, переключаюсь на троечку, выделяю каждую из них через Shift 4 фейса и экструдом буква Е опускаю вниз. И у меня получился из куба табуретка, да? Получилась табуретка. Теперь я верхние фейсы держу через Shift
и выделяю их, потому что я хочу сделать из табуретки уже стул. Для этого мне нужна спинка. Выделила нужные фейсы и экструдом поднимаю его вверх. Таким образом, у меня из простого куба уже появляется более сложная модель, благодаря именно сочетанию вот этих двух инструментов, экструд и разреза, мы можем уже моделить достаточно сложные модели, да, то есть вот с этого момента у нас и начинается настоящее 3D моделирование. Вот, мы с вами создали один объект, это у нас стул. Обратите внимание, если сейчас я хочу поменять высоту спинки или ножек, да, вот, например, ножки выделяю через Shift, я уже не делаю экструд, я как их меняю, да, то есть я просто поднимаю. Если ножки короткие, я хочу их удлинить, грэбом по Z могу вот так, да, либо наоборот укоротить могу поменьше. Это все уже делается грэбом, не экструдом. Фиксируем. То же самое касается спинки. Если мне кажется, что она слишком высокая, я уже могу выделить нужные фейсы и грэбом их опустить по Z. И у меня получится такой вот стульчик. И еще одно, да, то есть мы объект двигаем обязательно в Object моде. Поэтому выходим в Object мод и грэбом по X его немножко двигаем. Теперь сюда добавим новый куб, Shift-A, куб, Scale по Z, и мы уже можем из него делать другой объект. Для этого его сделаю Scale по Y. Получится у меня вот так, да, для кровати. Поставим, давайте, Ctrl-R, разрез с этой стороны и разрез с этой стороны. Из этих фейсов я собираюсь сделать ножки. Переходим в режим фейсов, выделяю два нужных мне фейса через Shift, экструд, опускаю их вниз и здесь с этой стороны экструдом поднимаю наверх, чтобы у меня была снова кровать. Опять-таки, если мне кажется, что здесь слишком она широкая, я могу грэбом, выделив нужные фейсы, уже не экструдом, а грэбом двигать и выравнивать толщину, как мне нравится. Основа кровати. Теперь с этого момента мы уже с вами начинаем моделить объекты, уже более сложные, поэтому очень важно на этом моменте научиться сохранять нашу работу. Поэтому заходим в файл наверху меню. Здесь есть меню Save и Save As, да, то есть как сохранить. Сохранить как выбираем. И здесь мы видим места, где мы можем сохранить, например, диски. Также мы видим папки. Ну, можем выбрать Desktop, где у нас есть рабочий стол, либо документы. Здесь уже сохранить, создать папку здесь можем, 3D модели, да, и сохранить как. И сохраняем наши объекты. Это очень важно, потому что наши объекты, которые мы сейчас делаем, мы будем использовать в последующем, в других уроках, поэтому сохраняем, потому что вот эти объекты мы будем использовать на следующем уроке. У нас есть кровать, у нас есть стул, и давайте сейчас еще самостоятельное задание сделать вот такой, ну не обязательно вот прям такой, но сделайте еще стол. Это может быть письменный стол, может быть обычный, чтобы у вас было 3 объекта. И сохраняйте файл, так как мы его будем уже использовать в последующих уроках. Спасибо за внимание.